Добрый вечер, уважаемые подписчики, зрители канала. К нам приехал Стас из Ростова в Грозный и в целом Чеченскую Республику. Сегодня 10 часов вечера. Число какое у нас сегодня? 16, да. Начинаем путешествие по Чеченской Республике. Это у нас Байсангуровский район, улица Сайханова. Мы заехали с юго-западной стороны Грозного. Вот, непосредственно перед Стасом сейчас открывается одна из достопримечательностей Грозного. Это огромный ЖК, дом Арка в районе площади Минутка. На рубеже 19-20 веков здесь останавливался состав железнодорожный, и он ровно 1 минуту стоял. Поэтому народное название, как мы знаем, оно сильно закрепляется. Так и случилось. Стас, нам сейчас налево уходить. Да, левее уходим. И мы с юга на север пойдем на центральную часть Грозного. Да, уходим налево. Ага. Да, правильно. Ага. Все отлично. Да. Это улица, проспект Ахмада Хаджи Кадырова. Простирается она на чуть более 5 километров. Она в центре Грозного переходит уже в проспект Путина. И только что мы проехали площадь Минутка. Это у нас самый известный, самый такой популярный туннель Грозного. Теперь у нас наряду с ним появился и новый туннель. Это на новом участке проспекта Путина. Это место мы тоже с вами обязательно посетим. Вот эта локация в народе называется Богатырь, микрорайон, так как здесь был магазин в советские времена, где продавалась одежда больших размеров. Вот левее этот магазин располагался. И так в народе завелось, что прозвали этот район Богатырем. Это у нас пересечение улицы Абдурахманова и Ахмада Хаджи Кадырова. Абдурахманов — это был государственный деятель. Около 10 лет назад его не стало. Увековечили улицу в его честь. Вот как вы видите, Стас, здесь у нас вот антураж уже новогодний появился. Такое вот цветомузыкальное оформление, такая органичная аранжировка этих всех элементов. Слева это торговый центр. Сейчас он немножко преобразился. Поствоенный период это был первый такой масштабный торговый центр, развлекательный. Сейчас несколько лет назад построен Грозный молл, огромный, великолепный, современный торговый центр. А этот торговый центр, он сохранил свои функции, но немножко он трансформировался. Справа у нас церковь имени Архангела Михаила. Построена она была в 1892 году. Мы еще пеше сюда подойдем, так как мы сейчас едем до адреса на проспекте Путина. И нашим зрителям, чтобы было что посмотреть, и в то же время им интересно будет, как проходит вот такого типа экскурсия. В этот момент вы погружаетесь в впечатление. Вы впервые в Грозном, да, в таком формате? Вот, тем более. Справа у нас комплекс Грозный Сити. Обязательно мы с вами сюда подойдем пеше, более подробно познакомитесь с этой местностью. Сейчас на мосту мы через Сунжу преодолеваем с правой стороны от этого берега на левую сторону перешли, берега Сунжи, и едем прямо. Сейчас у нас здесь перекресток. Мы пересекаем через проспект Исаева. Заехали на проспект Путина только что. Стас, мы с вами заехали на проспект Путина. Справа от нас центральная площадь Грозного.
Вот, это такие самые монументальные здания, которые, благо, сохранились и в поствоенный период. Из руин, из этих скелетов строители, большая им благодарность. Они смогли все это восстановить. Казалось, что эти здания невозможно восстановить. В целом, по проспекту Путина, эти здания, которые мы видим, 80% фонд, он сохранился кое-как. И строители, профессионалы, они восстановили, благо, эти здания. Слева, вот не то, которое стоит на углу, а следующее здание после перекрестка, это дом энергетиков. Дом энергетиков, вот слева, да. В 50-е годы этот дом был построен, и, соответственно, в нем давали квартиры самым отличившимся работникам энергетической индустрии. Шедевры, такие великолепные объекты, они сохранились, благо, и радует нас наш глаз, и в некоторой степени сохранили ту старую добрую ауру Грозного. Как вы видите, все очень красиво украшено. Видите арку здесь на аллее на Путина и множество других украшений. Так, у нас здесь будет перекресток, там надо будет нам завернуть и нашего третьего участника, да, его взять. Это площадь Дружбы народов. Это 5-й район, который строится, возник уже в составе Грозного. Он юридически уже оформился. И это 5-й район имени Путина, наряду с Байсангуровским, Шейх-Мансуровским, Висаитовским и Ахматовским центральным районом. Вот возник в Грозном 5-й район имени Путина. Он с 24 по 27 год строится. Вот процесс его завершения намечен на 27 год. И вот эта линия, центральная линия этого проспекта Путина в районе Путина, он был сдан в октябре текущего года. Это абсолютно современный район. Дома эти прозвали дубайскими домами, потому что там, соответственно, в Эмиратах есть подобные объекты. Вот. Это великолепное место для особенно вечерних прогулок. Если я жил бы здесь рядом, скорее всего, я здесь по утрам делал бы пробежки. Это, если что, как бы намек тем, кто увлекается спортом. Это великолепное место. Все это идет плавно на подъем. 500 метров отсюда уже нагрузка будет идти для пешехода на подъем. Она особенно полезна, нагрузка. Вот как мы видим, здесь переходы имеются очень рядом, небольшие интервалы, переходы пешеходные, подземные, соответственно, оснащены современным оборудованием, пандусы имеются и так далее для людей, у которых ограниченные возможности по здоровью. Вот. И сейчас активно ведутся работы по строительству второй линии. Практически каждую неделю, можно сказать, глава республики и ежедневно практически мэр города, они проводят инспекции. И вторая линия, она активно, очень динамично строится. Здесь у нас будет кольцевая, Стас. По кольцу мы возвращаемся на этот проспект. Хорошо? Ага. Да, правильно, все, вы поняли? Да.